Чувашского края никто не равнодушен сохранении информации. На сцену приглашаем Сокольникова Валерия Васильевича и Эдуарда Константиновича Вахмистрова. Пожалуйста, мы вас очень просим за президиум. Сегодня у нас очень благородная миссия, очень важное мероприятие, потому что исполнилось 95 лет со дня создания краеведческого движения вообще в Чувашской Республике и 25 лет создания общества Союза Чувашских краеведов. И первое выступление у нас почетного председателя Союза краеведов Чувашии, основателя общества краеведов Чувашии Виталия Петровича Станьялова. Виталий Петрович, пожалуйста, вам слово. У нас, извините, было много приветственных телеграмм, поздравлений, из Казани Константин Малышев, Уфа, Герман Кириллов, Самары поздравили, Тукмакова здесь Александр Николаевич Тукмаков тоже приехал поздравить нас с этим праздником, замечательным событием. И еще записались еще из землячества. Приветственное слово предоставляется Тукмакову Александру Николаевичу, руководителю мемориального комплекса Андрея Григорьевича Николаева. Пожалуйста. Андрей Григорьевич, сидеть, сказать, сидеть, мазаю землю, я буду сидеть в стороне, все сидим в войне. Я подарю сейчас банки ура, и себе лица разговариваться, и я сейчас успею тоже себе ушма. Себе сейчас, он сейчас, простите, Салмаду, Хамридин, Срив, Хамр, Ларна, княгиня, Патрис Варасан. Княгиня, Небер Хамр Саклиня, княгиня, Небер Министр Загни, Мельбурги Юда, Угайуда, Кадарсапана, вся княгиня Жима и Дадов. Евгений, Ирин, количество Сюгарки. Сейчас поворачиваем, посмотрим, лайк, шериф, надо. Прежде рисунок, всех тума синим. Приветственное слово предоставляется Зорину Юрию Александровичу, председателю Совета руководителей землячеств районов Чувашской Республики, заслуженному врачу Чувашской Республики. Туда все. Я представляю Чувашской Республики. Район зелень Едешев Ячебе, Саламлада. Район Кибуна Лайк Шимер. Сунада. Тогда Кулинде Шерпсылок, Тели Раду. Тогда не парнеда ваши, Виталий Петрович, там дела. Теперь кладу моя была Шинкова Кайла, Флага район энциклопедия. Тогда я парнеда ваши, Чувашклассы, Текине. Упаковка энциклопедии.
Погибли лайк без народа. Салам Самамбек Алашин, культура министерства Шуминчи, общественный совет члены, Тяпкин Владимир Геннадьевич. Прошу. Салам, Виталий Петрович. Салам, Халкы всем. Чуваш Республики Министерства культуры Шуминчи, общественный совет ечбе. Тогда Чуваш культурный адалдарган фонд ечбе, он президент полный сирия. Чинджерел саламлап, сирия паргадал эш тузабылыбет, паянги череты сиспа. Нажу баласынап, чаванга бірлер. Виталий Петрович, Сергей, конференция шылышырақ чешме, сирия хамынчен, хамы фонденчен, чей, ларса, чей, игер, чындан сер, бірлет бапыр, сирия хабылызар, кейлет. Виталий Петрович, сирия герет шылышырақ айдан, чешме, хамыра. Команда бар. Дерске прозрачно, чеширу надо. Birinci bu konuda şu nации академии Саламланы. Те Салам Парзамала, те Илья Архипович. Егундар Каямда. Ширин дешна бахныз Сергей. Она августа распорядилась. Виталий Петрович стоял Калашин больше Чуваш гуманитарный институт брать конференции. Премьер Пенджевержи, когда Чуваш 7 премьер Пенджевержи Кучин на береге, сейчас береги біз анны конференции брать, когда ирагенцы выдвигают. Біз Сирния Чебек, Саламда, Чиру, Манапамалы, Дерев, Каза, Саламда, Абсения. Юрас Ашкратный, Чеверёда Нажу. Уважаемые друзья, нам надо избрать почетный президиум. Ждем вашей кандидатуры. Виталий Петрович. Судья Кульчик, Иземля, Сергей, Аглак Молодец, Чи, Вата, Проявитель Сенджей, Пролеживая, Яргения Неренбек, Шлегенщин Зенджей. Умбек и Зенджей, берем тогда Валерий Васильевич Сапожников Ларать. Кама Куратов. Прачка в районе Михаил Васильевич Ловский Тувагуратов приглашает в почетный президиум. Ну, ты давай хабарсинетер. Тукмаков Николай Васильевич, главный краевед республики, давай почетный президиум. Малышки, Яльчики. Кого? Давайте, кто самый первый? Ушаков, Эдуард Сергеевич. Ну давайте там еще. Я тут издалека. Почетный президиум, не менее 10-15 человек давайте. Константинов, Владимир Константинович, может, Владимир Константинов, давай сюда. Плохо вижу. Однашки, Прокофьев, да, Однашки. Петров, рядом с тобой, давай вдвоем сразу сюда. Однашки дай, Канашки, давай сюда. Молчал, почему? Я не Прокофьев, но вы соседи, если ваше приглашение есть доверие. Я не слышу оправдания, не слышу, давайте, еще все хватит. Сидеть. Нас с вами, товарищи, ой, пожалуйста, в президиум подойдите, пожалуйста, чтобы нам быстрее начать время. Байков, что сидишь? Сюда, Алексей Байков, печетный президиум. Давай. Вот. Приветственное слово предоставляется председателю Союза краеведов Чувашии, Чувашской республики. Сергей Владимирович Сорокин. Чабак все ушли с Бахпараши. Валфирин, Карлихин, Ирдюжи, Алайбер, Пельгерсвиварман. Вот прошу, Галкшнеля. Здравствуйте, дорогие товарищи. Спасибо вам большое за то, что вы откликнулись на приглашение на съезд в таком большом количестве. Приятно видеть ваши улыбающиеся лица. Приятно то, что вы в выходной день не пожалели своего времени и приехали. Благодарность большая. Выразить наши чувства своим краеведам на местах за то, что они так
работают великолепно. Мы проехали с Виталием Петровичем по району недавно, много районов повидали, во многих районах провели совещания. Приятно смотреть, что люди, несмотря ни на что, самоотверженно, не имея никакой финансовой поддержки, на свои деньги печатают, что-то какие-то исследования проводят. Спасибо вам большое за ваш самоотверженный труд. Сегодня у нас в повестке дня выступление записано 15 человек, прения делегатов, принятие решений, награждение и организационное заседание нового совета Союза чувашских краеведов. Первое слово для выступления предоставляется Виталию Петровичу Станилову, почетному председателю Союза чувашских краеведов. Мы вправе гордиться праведным трудом. Виталий Петрович. 65 слов в моем докладе. Если я буду тараторить как пулемет, то сколько минут займет? 10-15 минут. Да. Читаю на русском, потому что есть представители Алатыря и Порецкого. Они редкие гости у нас. Давайте уважим, они по-чувашски не знают. Но если вы наставите, то я буду на чувашском. Мне легче на чувашском говорить. На русском. Так, 265 плюс 2000. Сколько минут дадите? Регламент надо соблюдать. Я назвал доклад «Вправе гордиться праведным трудом». Сегодня же, если послушать, то вставит этот доклад в сайт Союза чувашских краеведов. Официальной датой рождения Союза чувашских краеведов считается время проведения учредительного съезда 21 июня 1991 года. Фактически он образован 2 февраля 1990 года на расширенном пленуме Чувашского отделения Фонда мира. Если вы помните, председателем был Николай Ипатьевич Викторов. История общества изучения Чувашского края 21-37 годов и 25-летний путь Союза краеведов освящены в Чувашской энциклопедии, в сборнике краеведения в Чувашии, исторический опыт, проблемы и перспективы, и на сайте краеведов СЧК ЗО. Союз чувашских краеведов. На 10-м съезде Союза 23 марта 2012 года мой доклад посвящался 90-летию общества краеведов, а работа СЧК освещался в прессе и в отчетных докладах на всех 11 съездах и столько же годичных собраниях. У нас еще есть годичные собрания, каждый год проводим. Они опубликованы в брошюре «Живем судьбой и памятью народа и преодолеем любой рубикон», поэтому на истории чувашского краеведения нет необходимости останавливаться. Наверное, эти книги на стенах есть, они должны быть, если хорошо подготовились. За четверть века чувашские краеведы прошли огромные, прямо-таки космическое расстояние от редких газетных статей и брошюр до массового издания исследовательских книг, академических энциклопедий, поселений, районов и регионов. Если честно признаться, чувашские бессредники-краеведы стали неподражаемым примером для всей Федерации. Другого такого примера пока на просторах России нет. Я специально посмотрел, все со мной на связи держу. Все-таки в отдальных областях и регионах работают краеведы, основные краеведы работают на бюджетные содержания. У нас Союз ни копейки за 25 лет ни от кого не получал. Я лично не получал ни от спонсоров, ни от государства. Позвольте коснуться некоторых моментов нашей текущей работы и высказать несколько предложений о перспективах дальнейшей деятельности Союза. Должен коснуться одного щепетильного вопроса, поскольку здесь и представители заинтересованные, и поэтому я назвал эту часть своей беседы «Свадьбы и подарки». Сегодня, именно сегодня, в день краеведа Поволжья, последняя суббота марта, в Среднем Поволжье объявлен Днем краеведа. Это инициативу поддержали ульяновцы, Самара, Нижний Новгород и другие регионы.
именно сегодня завершается первый этап деятельности Союза Чувашских краеведов и начинается новое время дальнейшего творчества. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, сегодня 12-й съезд будет рассматривать обновленный устав Союза Чувашских краеведов. Изменения касаются части работы по культурно-историческому туризму и развитию детско-семейного краеведения, по воспитанию гражданского военного патриотизма молодого поколения россиян. Эти небольшие изменения в уставе не имеют большое значение для будущей работы. Во-вторых, Чувашская народная академия сегодня от отцовской семьи выделяется в собственный дом. В доказательство своей самостоятельности Чнаний получил кабинет в Чувашском национальном конгрессе и именно сегодня и сейчас проводит свои конференции в гуманитарном институте. Если помните, СЧК на прошлом съезде своей дочери Чувашской народной академии наук и искусств, она родилась у нас, по нашей инициативе, не сверху и не снизу, предлагал выделиться и ввести автономную деятельность не только по краеведению, но и по другим отраслям науки и народного искусства, как и подобает академия. Просьба принята, невеста от нас убежала за наукой. А вось и повезет, пусть повезет. Совет СЧК с родительским благословением поздравил ее с совершеннолетием и пожелал успешной работы на ней чувашской научной и художественной гуманитаристики. Поскольку родители не могут присутствовать на Варлану свадьбе, на умыканной свадьбе, письменные поздравления мы передали через Владимира Тявкина. Но здесь еще присутствует вице-президент Чувашской народной академии Лев Архипович Ефимов, профессор, доктор. Он потом будет выступать. Я думаю, что я его не вижу, а тут, да. Он был здесь. Краеведов, получивших в рядах нашего союза звание народный ощах, мы его перевели на русский язык академик, по предложению порецких и алатырских краеведов. А то сами стеснялись, перевести не могли. Ощах как мудрец, аксакал. Они сказали мне, на съезде говорили, а что стесняешь, давай назовем академики. До сих пор академики, но это заводит в заблуждение академиков и краеведов. Кто член, действительно член или ассистент академии, они считают себя академиками. Но тут разница. Народный академик – это почетное звание. Член, корреспондент, ассистент – это состояние в этой организации, как член этой организации. На сегодня у нас 215 получивших звание народный академик. И принимаем сегодня, было позавчера 10, вчера, наверное, еще кое-кому присудили в наградной комиссии, будет больше. Вы потом увидите, мы в конце дадим эти дипломы, они красивые, хорошие. Где-то на столе. Вот включено. На столе лежат. Наградная комиссия образована в 1994 году, в 1994 году, на третий год образования, совместно с Академией и Национальным конгрессом. И действует до сих пор. Председатель меня избрали, я пока никто не выкидывал. Если я... Добрый день, уважаемые краеведы. Так, что меня приветствует? Имеющий почетный звание народный СЧК по статусу автоматически считается почетным членом Чнаний Чувашской народной академии. Автоматически. Почетным. Хотят, почетным дням пойдут, не хотят, по нечетным дням не пойдут туда, на заседание. С позапрошлого года со званиями и наградами появились заковыки. Вслед за СЧК звание Народной академии стали давать еще два учреждения. Вот собравшиеся умыкаться Академия народная, наша невеста, и один из 4 союз чебоксарских писателей. От имени, которые союз знающие есть тут. От имени чувашской нации многими лицами и организациями продаются медали и ордена, почетные звания, но не все они соответствуют назначению.
не даются, продаются. Это несовместимо с наградами, на мой взгляд. Ну, время такое, капиталистическое, уже стоят в очереди за покупкой орденов и медалей. Ну, как оцениваете, пожалуйста, это против мнения народа пойти невозможно, но я считаю, и наш союз считает, что это несправедливо. Как вы знаете, из интернета Центральный совет старейшин сейчас готовит вопросы наградной комиссии по общественным поощрениям. В скором времени в перечне знаков, медалей, орденов, званий непременно будет систематизация и утверждение статусов. Ордена за заслуги перед чувашским народом ЧНК, медаль Спиридона Януша и орден Никиты Писюрна СЧК, орден Ивана Яковлева Ульяновск, орден Никольского Чинани, медаль Павла Миронова Уфа, воскресная школа, медаль Андрея Николаева Москва, чувашский землячество дает, медаль Петра Хузанга и Казань, так ЧНК и некоторые другие претендуют на общенациональный статус. Статут. Это мы подтвердим, я не сомневаюсь в этом. Речь идет об общественных наградах, не о государственных. Второй раздел. Халага Брендезеш или школьное краеведение. На новом этапе СЧК решил основное внимание обратить на подрастающее поколение. Школьное краеведение во всех развитых странах в почете. И у нас был в почете с 20-х годов 20 века. Действовали экскурсионные и туристические станции, проводились масштабные слеты, экспедиции, походы, журналы и газеты регулярно освещали вопросы краеведения, печатали программы и задания. В 70-х, 80-х годах чувашская школа поисковой работы развернула еще шире. В 1987 году, ЧНИ провел конференцию и издал сборник по историческому краеведению. В те годы активно проводились слеты и походы, паспортизировали школьные поисковые отряды и музеи. Действовали станции юных туристов, юных юнатов, юных краеведов, традиции которых затем продолжала станция ТКЕР. В это время хорошо помнит, вчера вечером мне об этом рассказывал Валерий Сапожников, когда мы вечером встретились. И я сегодня попрошу тебя немного кратко вспомнить то ваше молодое время, когда, будучи заместителем министра, он зорко следил за школьными музеями и юнацкими кружками. Это он паспортизировал школьные музеи, кружки и отряды школьников. И другие можете воспоминания писать, но лучше будет, если вы напишите, вставите на наш сайт, потом это все войдет в книгу. О какой книге в конце я скажу. Так, здесь есть представители центра ЕТКЕР и ЮНИТЕКС. ЮНИТЕКС занимается туристами и военно-патриотическим воспитанием. Но пока детско-юношеского и семейного краеведского движения в республике нет. Доподлинно известно, что учителя, библиотекари, пенсионеры-краеведы, как никто другой, могут помогать в сборе сведений и материалов для местных, районных и даже республиканских энциклопедий. По республиканскому энциклопедию я был членом совета, у нас даже некоторый спор возник. Я наставил, чтобы краеведов включали, чтобы от них первичные сведения получали. А вот это меня выкинули из коллегии, а потом сколько? Сплошь и рядом пропусков. Даже как герои, педагоги со званием Российской Федерации остались, а местные краеведы их знают. Пусть они не знают подробностей, какие награды у них, какие звания, но они знают, что это Василий Васильевич наш герой, он достоин быть. А нет, они мне сказали, это академики, академические студенты, что краеведы, и вместо 12 томов выпустили 4 тома. А деньги ухлопаны столько же, сколько было выделено все это. Я могу пойти на суд, если они могут оспаривать мое утверждение. Опыт создания районных энциклопедий показал, что местные краеведы молодцы. Ученики не могут участвовать в описывать улицы, учреждения, достопримечательности, объекты и об известных людях своего окружения могут. Берите пример с Ивана Иванова, географа 38-й школы Чебоксаров,
автор многих энциклопедических изданий о реках, о населенных пунктах, берите пример сельских учителей. И представители их здесь есть. Жаль только, что нам секретариат не представил список присутствующих, регистрированных. Вообще-то, по идее, должен сразу в открытии съезд объявить об этом, кто присутствует в зале. Кто гости, кто делегаты, кто просто соглядатые. Сельские краеведы с низкой головой, говорю, творят настоящее дело, а не разговоры ведут о патриотизме. Помним. Еще не каждая средняя школа имеет уголок и книгу по своей истории. На мой взгляд, в наше время это недопустимое попустительство. Но недвужимым учителям некогда писать даже свою родословную, а не то, чтобы искать и найти биографии своих учителей или прежних директоров школ. Хорошо, если успевают составлять бесконечно требуемые с них отчеты. Вообще в министерстве так много отделов и начальников, в департаментах, центрах, в отделах. Все требуют документы, а сами даже бинокль Чапаева не видят ученика. Ученик он был в 19 веке, был в 20 и в 21 веке такой же ученик. Он не нуждается в первом классе, чтобы он его учил доктор педагогических наук с 15 книгами. Ему нужен простой, любящий мать в школе, без выкрутасов великой педагогики. Я так думаю. Сейчас педагогов научными степенями так много, что они не глядят на ученика, на класс, а готовят свои портфолио, чтобы получить звание, получить дипломы на конкурсах. Прямо гоняются за этим. А в классе ученики до 9 класса не могут ОЕДР нормально и не знают таблицу умножения. Вот такая система соросовская на унижение, на развал нашего образования. Надеюсь, что это пройдет. Сейчас перед школой появились новые цели и условия деятельности. Оправляясь от обвального сумбура, страна ставит новые задачи в сфере воспитания юного поколения. Полагаем, что в дальнейшем школа незначительно усилит познавательную краеведческую работу, а СЧК возьмет на себя заботу по семейному историко-культурному туризму, не по школьному. Школа пусть занимается своим школьным краеведением. По проведению слетов, зорниц, конкурсов и походов школьников и голодью в своем прекрасном центре краеведения и туризма в деревне Малый Сундыр на автотрассе Ем-7 или вон Маглян, который мы смотрели фотоснимки, и еще в одном из южных районов республики. Вот краеведы выбирайте, где на юге можно. Как видно из наших стремлений, мы полностью поддерживаем политику президента страны Владимира Путина и главы республики Михаила Игнатьева по строительству гражданского общества и патриотического воспитания масс, выраженных в их послании депутатам. Только нам, общественникам, да и штатным работникам тоже, много раз было бы легче, если бы Министерство образования и молодежной политики, а также Министерство культуры республики обратили внимание на краеведческую работу школ, кружков и следопытов, учебных и народных музеев, сельских учреждений и культуры. Я сегодня утром получил e-mail из Комсомольского района, из Новомуратова, с описанием путеводителем Новомуратском музее. Пишет 9-классница Ербина Портнова. Так рад, что они знают о съезде, ученики присылают такие хорошие исследования, которые еще не делают, сами работают. Каждый музей должен иметь путеводитель. Маломальский пришел в гость, вручите ему. А даже визитных листков нет во многих. Мы с Сергеем Лазаревичем объездили полреспублики, а до этого полреспублики южной части я объездил с прежним председателем Кузьминым. И этого нет. Хорошо работает, я ничего не скажу. Молодцом работают. Особенно сельские. В городах немного не так.
Ну ладно, не буду отвлекаться. Мы обращаемся с предложением своей помощи к администрации республики, городов и сел по школьному молодежному краеведению и культурно-познавательному туризму. Как думаете, руководители, депутаты, чиновники услышат и поймут нас? Кого я нет. Они получили приглашение, ни одного представителя официально здесь нет от них. Но это есть показатель отношения их к общественному, истинно общественному движению, а не государственно организованный под видом общественного совет женщин, или там совет пенсионеров, или там еще что. Следующий раздел. Энциклопедия, паспорт и трудовая книжка края. Накоплен большой, богатый положительный опыт издания районных и региональных энциклопедий. Из региональных отмечен двухтомник Ульяновской, Пензенской, Саратовской областей и вот Башкортостана. А из районных я вот похвалил бы несколько энциклопедий, в том числе и Козловскую энциклопедию. Сделано нормально, как для краткой, чисто. Но некоторые энциклопедии просто... Знающему энциклопедии смотреть страшно. Ну, не назову. Не назову энциклопедии. Некоторые статьи я даже писал. В сайте можете посмотреть. Хлопали деньги в 2 раза больше, а выпустили хуже, чем предполагалось. Пока нет городских энциклопедий Чебоксарского города Чебоксара. Мы предлагаем готовить в 3 томах: Калининградский, Калининский, Ленинский, Московский. Надо открыть центр Чебоксароведения. Я обратился через редакцию, хотел Чебоксарские новости продвинуть это специально по кабинетам город администрации не стал ходить, но они не откликнулись. Если не надо, не надо. Нам с тобой тоже. Нам с вами тоже не надо. Так ведь? Да что нам надо? Если им не надо. Ну, будет все равно. Много лет говорим об отраслевых справочных энциклопедиях. На виду отличный пример альбома «Чувашский костюм» и энциклопедия «Чувашской журналистики и печати». Отличный. Но вот застартовалась подготовка национального календаря «Чувашской педагогической энциклопедии». А, в принципе, выступили против своих же академики, которые вот нас как раз хотели собирать умыкаться. Вообще-то было бы дело, если Академия взялась за такие академические издания, а не копался под нашей подмышкой с мелкими брошюрами для звания академика. Ну ладно, больше не буду говорить, потому что и так я ершисто говорю. В наше время нельзя так говорить, надо алай-алай сказать, а потом делать по-своему. Я надеюсь, что насчет педагогической энциклопедии у нас поймет журнал «Народная школа», «Хамшкола». Ну, были мои встречи, разговоры позитивные, надеюсь, думаю. Ну, ради интереса вам скажу, что никакой сайт, никакая энциклопедия не называет даже вот такого видного педагога, секретаря Империального общества изучения чувашского района, наркома просвещения, доцента, первый редактор журнала «Халгабрендезыч» Павла Иванова, репрессированного 37 года. Какой-то начальник отдела министерства красуется с портретом наркома просвещения, председатель общества краеведов, изумительный педагог, умнейший человек. Нет ни одной энциклопедии и не пишется в книгах других. Нет нигде про Иварбеева, которого я хорошо знал, тоже нарком просвещения, тоже преподаватель, после возвращения он работал директором единственной Чебоксарской школы номер 6 Чувашской школы. И нет нигде. И даже земляки, Яшико-Нормашские. Янтика это, да? Не упоминать в книгах. Меня это удивляет. Или это наше упущение, или сверху один какой-нибудь шишка не хочет, чтобы... Ну нет, не думаю, сейчас, если краевед начнется, везде могут писать. Интернет дает возможность высказать свое мнение без боязни.
Я, например, сказать свое слово не боюсь, потому что меня уже с работы не выгонят, уже 2 раза выгоняли, 3-й раз уже пенсионер, если выгонят, то не я один. Пенсионеры, половину страны, наверное, на заложников. Всех выгнать из пенсии, это уже вообще провал и крах страны. 359 тысяч. Полноценные чувашские энциклопедии, 50 томов чувашской национальной энциклопедии обязательно будут. Цивилизация идет по этому пути. Мы начали первыми, но не хочется оставаться последними. Но давление сильное. СЧК обратился с просьбой напечатать коротенькую информацию о 12-м съезде в какой-либо газете издательского дома «Бар», чтобы ветераны или школьники, учителя, которые не пользуются интернетом, могли получить информацию об этой стране народной жизни. Не печатали. Вчера с учебным секретарем, секретарем СЧК Ольгой Тимофеевой мы позвонили редактору Хыбара. Какой ответ? Я отдал, я в отдел направил ваше письмо, это занесено было туда. Затерялся, теперь я должен что ли бегать по отделам и искать вашу записку. Я рассказывал, я грубо говорю. Хоть бегайте, хоть ползайте, это ваше внутреннее дело, но это ваше отношение к нам. И вообще, народные газеты к народным представителям. Ответ как будет, я не знаю, но считаю, не буду делать оценку порядком чужого храма, сравнивая факты нескольких месяцев, думаю, что происходит это плюрное отношение к общественным, истинно народным организациям от Министерства информации и печати. Я наблюдал это, сейчас время вас не отнимаю. Республика печатала, а издательский дом ни в одном из своих, сколько у него, 14 что ли изданий? Ни слова. А раньше печатали все-таки. О недостатках и плагиате. Вынужден об этом говорить. Некоторые поселенческие районные энциклопедии, не исключая 4-томной чувашской энциклопедии, вызывают справедливые нарекания. Было время, когда исполком СЧК прощал молодым и начинающим пожилым краеведам недоделки и публикации, лишь бы писали, не печатались, а не ходили в безделье, пьянствовали. Но теперь мы выросли до академических стандартов и против неаккуратности в научном аппарате. Исследований в плагиатных книжках и тем более в энциклопедиях должны бороться основательно. Об этом в своих докладах не раз говорил и нажил порядком недоброжелателей. Конечно, каждый краевед, каждый из вас, начиная от Олега Цыпленкова, кончая там кто последним сидит, все вы мои друзья. Но все мои друзья. Но истина дороже лживой дружбы. Пожалуйста, пользуйтесь любыми источниками, но имейте честь указывать их. От этого ценность ваших трудов не умаляется, а может даже увеличивается, что вы знаете на эту тему все источники. Активный и почетный краевед 1994 года Аверки Павел Павлов, он здесь передо мной сидит, записался выступить на съезде давно и жалуется уже несколько раз, и по телефону в личных беседах, на одного товарища, руководитель Цивильского районного отделения краеведов и составителя энциклопедии обвиняемых в плагиате. Это Александр Ильин, я его знаю с его студенческих лет. Но таких случаев немало. В Народной академии у одного действительного члена вся книга оказалась сворованной. Тогда я об этом академию сказал в глаза, а выступая говорил так округленно, не называя фамилии. Но это пошло на пользу. У нас так-таки нет строгого и справедливого редактирования, рецензирования трудов своих собратьев. А ведь надо было, это мы лишний раз ввели. Не было бы тогда таких грубых оплошностей. Если сейчас
Александр Моисеевич здесь, он вообще-то обязан, сибирской делегации есть тут. Да просто встал бы, извинился, да, в торопях прошли ошибки. Давай вместе будем делать на втором издании энциклопедии и дружно будем работать в партии. Весь вопрос исчерпан был. Я ему звоню, не отвечает на телефон. Если здесь сейчас не вернулся, то это уже он струсил. Не красит это. Не будьте такими. Не будьте, если вы краеведы, ошиблись, кто не ошибается. Признались, поняли, что если не ошиблись, вас обвиняют в суе, встаньте и скажите, нет, так, ты ошибаешься. Мы обсудим. У нас есть совет, у нас есть центральный исполком, но в конце концов вы есть 3000 краеведов. Найдем правду. Я заканчиваю эту часть так. Коллеги, нет времени на выяснение прописных истин. За плагиат дают до 5 лет. Не только время съезда дорого, но вся наша жизнь коротка. И разве есть смысл тратить ее на пустяки? Перед нами еще много важных дел. Планы на перспективу. Следующий подраздел. Сегодня перед съездом с тентовым докладом истории краеведения в книгах и лицах отчитывается Чебоксарский район. Стенк вот здесь, но он составлен не так, как я им хотел бы, советовал бы, более значительно, потому что первый раз район отчитывается книгами и лицами для составления своей книги по истории районного краеведения. Это касается всех районов. Хотел сегодня вот так большой, хороший делать, ну что будешь делать? Все это делается от доброй души, не по должностному поручению, и поэтому не ругать, не отрицать я не имею права. Могу только поблагодарить, что хотя бы такое делали. Галина Павловна Почалова, заслуженный работник культуры, по-моему, даже единственный или вторая в районе с таким званием, кратко потом расскажет, как работают над историей районного краеведения, не вообще о мировом краеведении. Задача поставлена к столетию общества создать историю, пусть краткую, своего района, и включить эту статью в энциклопедию. Многие районы, в том числе Чебоксарского, не включили. Статья краеведения, нет. Хорошо. Ну, это все, энциклопедия будет меньше всего. Так, я уже сказал, что важное место отводится обучающим семейным детским путешествиям. Это у нас в перспективе. Развитие центра краеведения туризма. А вы посмотрели, вот какие центры строили, да, Оболонский. Это Силович Сергея Сорокина. За 3 недели построил такой центр с 4 башнями, где районные АВП проводили, где прозоры проводили по всему Руман-Сиктерскому, не сельскому теперь, поселенческой администрации. Здесь его, это председатель по своей добре, Олег Ярманов явился, его не пригласили, душа у него краеведческий, болеет за наши народные дела. Спасибо, Олег Анисимович, молодец, молодец, были бы такие председатели. Где у нас больше пошло бы. Ну, еще у нас там куратор, как бы инициатор, Эдуард Ахмесов, не является, что ли? Он уж покоя не дает краеведами. Ага, здесь сидит. Он еще таких генеральских руками есть. Есть надежда, что в центре краеведения туризма и национально-традиционных праздников республики и в диаспоре пойдут нормально. Мы получаем уже отклики, краткие сообщения о своих делах и по истории от Тюмени, от Алатыря, от Красноармейского и других. Ну, некоторые на машинке до сих пор печатают, нам придется их перевести на компьютерный язык. Это для нас лишние хлопоты, конечно, на местах надо было. На компьютер перейдите. Мало ли что мы старые. Не должно упасть телеги. Надо садиться на эту телегу. На компьютер надо все-таки. Или внуков запрячь. Это надо. Давайте короче.
план основных направлений работы ЩК до 2020 года, 2020 года определен. Я просил секретаря кое-кому раздавать этот перспективный план, чтобы они сейчас посмотрели и выступили. Не раздавали. Молодость забывчива. Птичья память у девушек, наверное, у стариков тем более. Что делать? Ну раздайте сейчас, готовились же. Раздайте. Пусть кое-кто готовится. Ну дайте Лоскутову. Он специалист в этом деле. С одного глаза по диагонали сразу определить, что там ничего нет. Есть. Есть, вот все молодцом, хорошо. Извиняюсь, молодцы, правильное время. Как вы знаете, в Союзе краевед до сих пор много сил ушло на организацию региональных филиалов в Ульяновске, Уфе, Самаре, Тюмени и других городах. Я лично потратил на это, наверное, больше половины всей краеведческой энергии. А это еще другие общественные организации. Совет старейшин, раньше конгресс был. Молодец, что выдержал. Теперь с легкой душой ухожу на мемуары. И этот организационный будет успешно пройден. Выездные заседания СЧК в районах оставляют самые лучшие впечатления. Краеведов много, и они работают самозабвенно. И я должен сказать, что многие препятствия были в внутренней работе. Ведь не весь гость председателями. Не называли фамилии, с большой надеждой выбирали на съезде, а потом они не брались на работу. И застопорились. Я очень рад, что нашелся ты, Сергей Лазаревич Сорокин. Я так надеюсь, потому что ты за 1 год показал большой кукиш недоверчивым нашим большим лицам, на которых мы надеялись. Но если сейчас развалите, Оля, ты, ответ секретаря, ты председатель Центральной исполкома Галина Павловна, то это уже будет не моя вина. Имейте и берите на себя ответственность. Я со стороны буду сидеть и хрюкайте недовольствие. Можете не буду показывать. Теперь есть возможность развернуться по всем краеведческим направлениям именно профессионально. Такая армия истинно понимающих краеведных людей – это большое достояние и республики, которые еще власти не понимают, и нашего народа. Историческая память – это один из краевых камней самосознания народа. А без самосознания народ, не народ, быдло, поэтому нас наверху называют быдлом. Но мы не будем такими. Не будем. Если мы станем быдлами, то мир пропадет. Чуваш пропадет только тогда, когда мир взорвется. Доброй памяти достойны. Оглядываясь на прошедшие четверть века, доброй памятью вспоминаем многих соратников. Перечислю, кто на памяти. Исключительно боевого ответственного секретаря Валентина Карпова, активистов первой пуры Аликовских Кирилла Воронова, Леонида Петрикова, писателя Леонид Петриков, отличный писатель, в энциклопедии Альпского района его имени нет. Валерьяна Степанова, Алатырских Алексея Краснова, Якова Власова, Геннадия Богомазова, Бабыровских Николая Кузьмина, Ивана Матросова, Бурнарского Василия Маркова, Еблесинского Николая Федорова, Канадских Лукьяна Иванова, Григория Шевгения, Комсомольского Бориса Кокарева, Красночитайского Валерьяна Толстого-Отнарского, Ивана Данилова, Петра Григорьева, Варгаушского Геннадия Несеева, Порезского Василия Будянина, Причебоксарских Транквилина Соминова, Александра Константинова, Василия Ефимова, Бурмарского Владимира Бурмистрова, Сибирских Николая Федора, Ивана Михаила, Альчевских Петра Комиссарова, Бориса Барлены, Янтиковских Валентина Демидова, Николая Яплашкина, художников Николая Яковлева, Леонида Осипова, Башкортостанских Алексея Кондратьева, Вениамина Цветкова, Исаака Никитина, Нина Ефимова, специально читаю, как читают Пономарь в церкви.
Ульяновский Ивана Дубова, Владимира Лепина, Ивана Кирюшкина, Галина Афанасьевна, Петра Галкина, Татарстанский Константин Петров, Николая Тряскина и многих других. Многих. Они ушли от нас, оставив светлую память, и книги почти их память вставали на несколько секунд. Благодарю, садитесь. Дорогие делегаты, краеведы и гости съезда, сегодняшнего форума начинаем составлять полную историю, биографию и библиографию чувашского краеведения XX века. Свою трудовую честь и славу мы сами должны закрепить в хронике, в книгах, энциклопедии чувашского краеведения. Это надо завершить к столетию общества краеведов. Время торопит вас, молодые, а нас седых караван ждать не будет. Призываю не сдаваться, трудиться, побеждать и остаться на века в чувашской краеведческой энциклопедии. Доклад передаю ответственному секретарю СЧК. Можешь ставить на сайт, а вас благодарю. Спасибо. Спасибо, Виталий Петрович. Еще хочу обратить ваше внимание на некоторые пункты из доклада Виталия Петровича. Действительно, очень много изданий выходит у наших краеведов. Они частично вот за 14 за 15 года представлены здесь, на выставке. И это не все еще книги. И многие книги выходят без редакции. И, как Виталий Петрович отметил уже, найдите, пожалуйста, редактора или членов своего краеведческого районного отделения, или Виталий Петрович, пока он здесь у нас в библиотеке, каждую неделю, каждый четверг приходит к нам в библиотеку. Приходите по четвергам, в Национальной библиотеке собираются краеведы, обсуждаем рукописи, книги. И если у вас какие-то есть нерешенные вопросы, можно в этот день найти краеведов и академиков у нас в библиотеке и решить некоторые вопросы. Сегодня у нас в зале присутствует 114 человек, зарегистрировавшихся. Извините. Нет представителей Урмарского, Шимушинского, Козловского районов. Если есть они в зале, можете сказать или подняться. Да, Алатырь есть. Козловка есть. Хорошо, спасибо. Значит, из двух районов у нас отсутствуют, и представители городов у нас здесь в многочисленном количестве. Дальше продолжаем наш съезд. Слово предоставляется Степановой Розе Васильевне, секретарю Центрального исполкома Союза чувашских краеведов. Тема ее выступления – краеведческая деятельность библиотек республики в 2015 году. Библиотечное краеведение в деятельности библиотек Чувашии занимает особое место. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются сбор материалов и информирование об истории, современном состоянии и перспективах развития своего района и села, развитие интереса к краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края. Краеведская деятельность библиотек Чувашии ведется согласно различным проектам и программам. Например, Аликовская центральная библиотека работала по программе «Народная культура и краеведение земли Аликовской». Карачуринская сельская библиотека этого же района «Я вырос здесь и крайне это дорог». Ефрем-Косинская сельская библиотека по программе «Чувашские праздники, обряды и обычаи». Всего по Аликовскому району проведено 98 мероприятий. Участвовало 1241 человек. Для обслуживания пользователей, проживающих в малонаселенных и отдаленных от районного центра деревнях, разработан районный проект
путешествие книги по малым деревням Аликовского района. В рамках проекта за год в библиотечных пунктах зарегистрировано 1558 пользователей, выдано 27 407 экземпляров документов. Централизованная библиотечная система Ячковского района работает по программе «Моя провинция, край Ячевский». Творчески подходит к программной деятельности Большеяниковская сельская библиотека Умарского района. С 2011 года здесь продолжает действовать программа «Яниковедение» с целью пробуждения у населения чувства патриотизма, любви к родному краю. В программе мероприятий литературно-поэтические вечера, вечера-портреты о земляках, уроки яниковедения, создание электронных презентаций к юбилейным датам деревни. Большеяниковская сельская библиотека также в течение 2015 года работала по библиотечной целевой программе «Звезда Победы», посвященной 70-й годовщине Великой Победы. Следующая программа, действующая в данной библиотеке, «День с писателем» Петербург, приурочена к году литературы. В рамках программы были организованы встречи населения с писателями. Деятельность Урмарской центральной библиотеки продолжает строиться в соответствии с краеведской библиотечной программой «Цвети земля Урмарская. Талантом народа своего» на 2013-2020 годы. В Ядринской центральной библиотеке был реализован проект «Живое литературное наследие» великого ученого-тюрколога Чувашеведа Ашмарина. По проекту к 145-летию со дня рождения великого ученого-тюрколога Ашмарина были организованы выставки литературы, документов и фотографий. Цикл мероприятий «Народные обряды» по-ашмарински провели совместно с работниками централизованной клубной системы. В Ядринской детской библиотеке был организован музейный уголок Ашмарина. Выпущен буклет с аннотированным списком литературы Николая Ивановича Ашмарина и его словарь. В 2015 году также была проведена работа по проекту Ядринской центральной библиотеки «Негаснущая свеча памяти». По проекту была подготовлена и издана книга памяти ядринцев, пострадавших от политических репрессий. «Негаснущая свеча» называется книга. В Андреево-Базарской сельской библиотеке Козловского района действует краеведский проект «История малой Родины». В рамках краеведского проекта ведущий библиотекарь побывала в деревне Удимеры. В ходе исторического экскурса, если бы Дуб мог рассказывать, она встретилась со старожилами деревни. На окраине этой деревни стоит дуб почтенного возраста. В деревне Удимеры этот дуб называют дубом врача драматурга Осипова. В свое время Петр Николаевич организовал работу по заграждению дуба деревянной оградой. И на дереве была прибита памятная доска. В планах дальнейшее восстановление дуба путем посадки новых саженцев, обустройства территории. Местный предприниматель Крылов выразил желание помочь в этом деле, передав безвозмездно землю. В 2015 году цикл мероприятий был проведено в Красноармейском районе в рамках долгосрочной районной программы по краеведению «Дорога к дому». Малоямгорчинская сельская библиотека Цивильского района на протяжении 3 лет работает по проекту «Сельская библиотека. Центр сохранения и развития чувашской культуры и народного творчества». В рамках этого проекта в стенах библиотеки устраивались выставки народных умельцев. Шумерлинская городская центральная библиотека имени Геннадия Ги с 2010 года работает по программе «Краеведение без границ». Надо отметить, что все эти программы в библиотеках действуют без финансового обеспечения. Деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное краеведение, уже немыслимо без использования новых информационных технологий, позволяющих облегчить доступ пользователей к необходимой им краеведской информации.
Расширился спектр электронных краеведческих продуктов. Например, в библиотеке Неядельского района велась работа по обновлению сайта «Одна на всех победа», посвященного ветеранам Великой Отечественной войны района. Пополнен список ветеранов, на сайте размещены полнотекстовые материалы, фотографии из личных архивов ветеранов, библиографические ссылки, списки, ссылки на электронные ресурсы. Создан и размещен на данном ресурсе библиографический сборник «Они верили в победу», посвященный ветеранам города Вятина. Данный сборник издан и в печатном виде. Популярность приобретают интерактивные литературные карты, например, центральными библиотеками Аликовского, Урманского районов созданы электронные карты районов и размещены на сайтах библиотек. В 2015 году электронная литературная карта Чебоксарского района стала призером 5-го этапа Всероссийского смотра конкурса электронной продукции служб информации по культуре и искусству. В качестве приза Центральная библиотека Чебоксарского района получила сертификат на бесплатную подписку на журнал «Обсерватория культуры» на первой полугодии 2016 года. Наиболее крупным краеведческим проектом Канашской центральной библиотеки, к реализации которых приступили в 2015 году, является литературная карта Канаша. В течение года изучен фонд краеведческих документов, архивных и музейных материалов, интернет-ресурсов, собран и сгруппирован материал о писателях и поэтах города Канаш, литературных улицах и так далее. Завершить реализацию проекта планируется в 2016 году. Аликовская центральная библиотека 320-летию празднования села Аликово подготовила электронный справочник «Аликовцы, оставившие след в истории России», который содержит сведения об известных людях района, внесших вклад в развитие науки, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, образования, литературы. В течение года в библиотеке Красноармейского района собирали материалы по теме «Летопись моего села», «История, известные люди села», «Достопримечательности», «Фотогалерея» для создания общей базы данных летописи сел Тракей. Накоплен огромный материал. Работа по этому направлению будет продолжена в 2016 году. Краеведческой деятельности библиотек традиционными являются мероприятия в честь юбилейных дат классиков чувашской литературы. В 2015 году отмечалось 125-летие чувашского поэта Константина Иванова, столетие чувашского писателя Микола Бека и другие мероприятия были. В рамках года Константина Васильевича Иванова библиотекари и читатели Канашской ЦПС приняли участие в республиканском дистанционном краеведском квесте «День чувашской поэзии». В Караушской сельской библиотеке Козловского района проведен литературный вечер «Волшебство и мудрость поэзии Иванова» и оформлена книжная выставка «Долгая жизнь наш век». Мероприятие посетило 35 человек, книга выдачи составила 10 экземпляров. В сферу краеведения входит и изучение своего города, улицы, дома. Интерес к своей малой родине, знание ее истории, умение показать и рассказать о достопримечательности своего района и города – важнейшие элементы краеведской работы. В Аттиковской сельской библиотеке Козловского района организована выставка краеведского материала под названием «Прошлое и настоящее Аттиковского поселения». Книги, альбомы, фотографии, представленные на выставке, знакомят с историей земли Аттиковской. В течение года будет проводиться обзор материалов, представленных на выставке, материалы об истории сел, библиотеки сельскохозяйственных предприятий. Большая работа ведется сельскими библиотеками в период подготовки к празднованию дней села и юбилеев районов. Проводятся краеведческие часы, выставки, просмотр, обзор литературы, слайдовые презентации, ведутся записи о жителях села. К примеру, к 80-летию образования Красноармейского района был проведен цикл мероприятий. Исторический экскурс Тракей, Венер Тадар Паян, игра путешествия по улицам родного села, Самое Яло Красноармейский, историко-краеведский час, революция Чавашла, Чинумач и впечатление Собоч, посвященный 135-летию со дня рождения Кириллова. Районный конкурс сочинений Мухтал Петерсен.
Или, например, в 2015 году исполнилось 320 лет со дня образования села Аликово. 26 августа в селе состоялся торжественный праздник. К празднику сотрудники Центральной библиотеки организовали литературный салон «Савна ялом, Туван ялом». Библиотекари проделали большую работу по сбору материала об истории села Аликово и ее знатных земляков. Собранный материал был представлен на книжке «Растяжки» Аликово вчера и сегодня, 320 лет. На книжной выставке собраны все издания об Аликовском районе. Также были подготовлены буклеты, летописи, дайджесты об образовании и развитии нашего села. Представлена работа читателей библиотеки, членов кружка «Умелые руки». Это вышитые и связанные крючком платочки и кисеты с символикой села Аликово и надписью «Аликово 320». Действенной формой работы по возрождению традиционной чувашской культуры являются клубы. В филиале номер 1 Краеведской библиотеки города Канаш продолжил работу клуб любителей края «Сиспель». При Центральной библиотеке Боринско-Посадского района работает клуб «Краевед». 2001 года при Центральной библиотеке Красноармейского района работает клуб «Тавропилющих». В Архикасинской сельской библиотеке Чебоксарского района на протяжении многих лет действует клуб «Краевед». Роза Васильевна, спасибо. Спасибо большое. Роза Васильевна Степанова, заведующий сектором осветила у нас краеведческую деятельность библиотеки республики. Сейчас вам предоставляется география Ирина Николаевна, заместителя директора Государственного исторического архива Чувашской республики, сотрудничество архива территории республики с краеведами. Ирина Николаевна. Ну, вышла, видимо, хорошо. По основным докладам есть предложение. У нас хочет выступить Поляков Алексей Осипович, педагог-пенсионер, член Центрального совета старейшин, по докладу Виталия Петровича Станяла. Алексей Осипович. Обладался Шубашкар энциклопедия, коин аши санебе, улан эмерлетне кивиш улмал. Ергенесе шлегенсен ушинче, кокран боднамаши сызукли улаченесен улмал. Десем юхран ева калазабаны Шубашкарын чунде найхрак, анракта, тарынрак туящ. Айды булара шаржу ушинче Илмешинсен, пиликмыш, ултымыш, сыгдесен, пидинумай. Десен, туенезе, гытлара, ялзен тарвенчен, шалдан живырны. Чалнаева Шубашкар энциклопедия республикин каскетне лазран ишикленер. Тебер шубаш чувашча дебекти. Чуваш радио, унзере, чувашка цен, тенчепке языкалали. Чуваш Если черге упраны век упраны инженеры, черге упранаси, он баб кузукурный инженер или кузукурмалы шуня, кюльзе братка, сулаш инженер, тари, чувашла качатка барус. Она была ганзей чудя, и к земдан регна. Вчера уже зень княгизене была ганзей чудя, тогда завалра хуля, чуваш сын воды. Хойзен история улама выросла жиратта. Шашура энциклопедиясында. Чувашла карма, богачеден, укшаден диде майгеры. Улас усыднеш глазасын. Богачебеле укшеден дижен, шашура маламар. Шужу ушинче суксап термели, шугужа. Сарзаямала, сизаямала. И где сектата. Пидеда вожрут на баш, шулезен ислама женже, министрзен канажен. Конечно, нас спит поемана шаптарна княгиня Язапама Широжи. Улары нумай магазин дешевара. Принчек на купром. Анчак министр канажи яшек яма. Юрокса. Паган ябок.
Шапла Бузанда и Легезину Майбуна. Шапла Кардап и для музыкантов. Молодежь Чуваши населения документацию Николаевича. Вот разжилы цесы на тему экземпляр Кирилл Больча. Республики Вежелаза. Варвар пошел на Джигнату. Хабар Заванзаса. Шерин Батрашултанда и Легензенбург. Мадран Норейск Кулинче Кулакан Едешки Княгевита. Тенджере Шулзевен Шене Аройш Тюзей. Волда Булашин. Чвашлак. Унчинги Упрата Тезель. Перед Ялгат Читинеген Рожинджин Трашмала. Ажаш Валзасын. Амажин Кагарде МЗ Юсничук. Чвашин Гене Холганатик Карде. Кайран Калажак. Время Чувашла вышла. Владарвал. Вырынды энциклопедийне Чувашла. Юсничемин. Мухтандар Чуваш Пулныме. Ойнятизм не жапта Юстярдер. Чувашла Легенизенеде. Чувашла Калашма. Пельганизенеде. Чувашла Калашма. Казакландакмет Майзенпур. Шаплавара Скворцасы Чувашла выросла словарин. Сэм Чулик Снег. Ужатавчиш. Ширазен кенеки зендек каеш. Эпе беледи кулара бір украинка кура. Ол чувашла лайк белед. Мәжетезесен убышки ен. Оның тавады злеки зектізе. Чуваш чеки еврейне. Еврей зендек леші. Пәргелге шамракачы. Азербайджан, Аганчан, вырос. Тудар, туда чувашын не белед. Калажай. Таваксине чапса и пленежен. Лаши Кавляга, чуть пенечигера. Мадын Алексеевка Бапайда город. Мад текста выросла, тутарла, режак Пужаза, текст вырнашнара. Теперь уйду. Шербезене. Камен Ильин Бекес Масыбор, Басказак, Кооперации институтын, и директоры Андрей Владимирович. Табак. Алексей. Слово предоставляется Красновой Ирине Германовне, заведующей отделом военно-патриотической работы Центра Юнитек. Истинные патриоты Чувашского края. Я благодарна за приглашение принять участие в вашем мероприятии и хочу сказать вам всем огромное спасибо за ту работу, которую вы ведете. Она очень нужна, всегда была нужна и будет нужна для настоящего и для будущего, для нашего подрастающего поколения. Я сейчас просто хочу вас ознакомить с той работой, которую ведет наш центр. Можно включить презентацию Краснова Ирины Генриховны на английский 2014. В 2014 году постановлением Кабинета министров был создан Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе ЮНИТЕКС при Министерстве образования. Центр был образован на базе уже действующего Центра ЮНИТЕКС, который в то время занимался такими направлениями, как физическая культура и спорт учащихся, спортивный туризм и техническое творчество. Но с 2014 года появилось еще одно направление – военно-патриотическое воспитание граждан. Я являюсь заведующей отделом, который курирует это направление. Центр, в общем-то, можно сказать, что это межведомственная площадка для взаимодействия таких структур, как Министерство физической культуры и спорта, Министерство здравоохранения, Министерство культуры и Министерство информационной политики Чувашской республики. Кроме этого, мы взаимодействуем с региональным отделением ДОСА Чувашской республики, с региональным отделением поисковое движение Российской Федерации и с рядом общественных организаций, в том числе и очень активно с ветеранскими организациями Чувашской Республики. Мы проводим более 200 мероприятий в год. Ну, конкретно наш отдел — это порядка 60 мероприятий, которые связаны с военно-патриотической подготовкой для призывной молодежи к службе в армии. Я думаю, что для вас
такие названия, как «Зорница» и «Орленок», да, на слуху, и вы знаете, что это за мероприятие. Я могу назвать такие мероприятия республиканского уровня, как фестиваль «Нам этот Мирзавечный беречь», где собираются кадеты и представители военно-патриотических клубов Чувашии. Это различные соревнования по военно-прикладным видам спорта, спартакиады юноармейцев. У нас в республике на сегодняшний момент действует 51 военно-патриотический клуб, в этих клубах занимается более 1600 юношей и девушек. Зарегистрировано 16 поисковых объединений, в том числе 13 входят в региональное отделение поискового движения Российской Федерации. В республике действует 4 кадетских школы и 98 кадетских классов. Кроме того, что мы проводим мероприятия, естественно, сборная Чувашской Республики принимает участие в ряде социально значимых проектов Приволжского федерального округа. Это спортивно-оздоровительный лагерь «Гвардеец», уже несколько лет подряд в Нижегородской области. Он проводится под патронатом Бабича, и наша Чувашская Республика показывает там неплохие результаты. Не первый год сборная Чувашской Республики выезжает в Оренбургскую область, там проводится «Зорница Поволжья». Обычно для участия в этом мероприятии у нас выезжает команда, победитель финальных игр, военизированных «Зорница Оренбург». Ну вот в прошлом году это была Бабелевская школа номер 1, которая показала действительно очень хорошие результаты. У них общее итоговое 4-е место, ну и ряд призовых мест в отдельных видах военно-прикладных соревнований. Есть еще такой проект, как окружной слет поисковых отрядов. Мы уже дважды принимали участие в этом мероприятии. В позапрошлом году наша команда привезла 2-е место, в прошлом году 3-е место. Сборная команда состоит из представителей таких поисковых объединений, как гимназия номер 5, средняя школа города Чебоксары номер 57. Туда в прошлом году вошли представители 29-й школы, гимназии номер 4. Ну, естественно, там поисковики с опытом, уже взрослые люди. Это сам руководитель регионального отделения поискового движения Чувашской Республики Шумилов Евгений Георгиевич. И, значит, ребята были из педагогического университета, с поискового отряда, с государственного университета. И вот у нас в прошлом году появилось еще одно объединение «Веда», в состав которого вошли представители ветеранской организации «Пограничное братство». Ну и еще одно поисковое движение, которое действительно у нас тоже знают Чуваши, оно состоит из представителей судебных приставов. Это вот о поисковом движении, которое в последние годы набирает обороты не только у нас в республике, но и в России в общем. И еще один проект социально значимый, на котором я хотела остановить свое внимание, это проект «Победа». В сам проект входит несколько видов конкурса. Это лучший военно-патриотический клуб и лучший школьный музей. Наверное, вот этот последний конкурс вам будет наиболее интересен. Данный проект в Приволжском федеральном округе проводится 2-й год подряд. В прошлом году в этом конкурсе приняли участие более 300, по-моему, 364 школьных музея со всего Приволжского федерального округа. И музей боевой славы, созданный при школе номер 57 нашего города Чебоксары, среди вот этих всех музеев занял 3-е место. Достаточно высокое. Призовой фонд составил 50 тысяч. В этом году мы на этот конкурс отправили работу школы номер 37. Там у них тоже не очень неплохой музей. Конечно, все школьные музеи требуют дополнительного финансирования и дополнительной кадровой поддержки. Все это, я понимаю, что организовано на
общественном уровне, и только неравнодушные люди этим занимаются. Я это все прекрасно понимаю, но мы очень благодарны этим людям, потому что на базе именно школьных музеев проводится достаточно большое количество мероприятий. Если вот мы очень хорошо изучили опыт школы номер 57, Шумилов вот не только ездит на раскопки вместе с детьми, да, и привозит оттуда различные артефакты, но он взаимодействует с родителями этих детей, взаимодействует вообще с населением микрорайона. У него доступен сайт для общения с ним. И сам музей на сайте школы, он интерактивный, можно зайти и посмотреть, что есть вот на базе этого музея, какие экспонаты там находятся. На базе этого музея проводятся различные конференции, уроки мужества, лекции, создан кружок юного экскурсовода, то есть он своих ребят готовит не только для участия в экспедициях, но и для того, чтобы ребята могли позиционировать свою работу в том числе. Вот это, в принципе, вкратце, очень вкратце, то, чем занимается наш центр, и в частности отдел военно-патриотической работы. Мы открыты для всех и готовы взаимодействовать со всеми. Я еще раз повторю, что вот низкий поклон всем общественным организациям, всем патриотам нашей республики. Огромное спасибо. Если есть вопросы, я отвечу. Геннадьевна, старшему методисту отдела краеведения и экологии в центре ЭКЕР. Пожалуйста. Центр внешкольной работы ЭКЕР Минобразования Чувашия создан, конечно, уже давно. И в связи с этим, что с 1931 года это название, конечно, центра было совсем другое, что и, конечно, изменения всегда происходят, и сейчас мы занимаемся в основном школьным краеведением и экологией, то есть отдел у нас называется отдел экологии и краеведения. В связи с тем, что всегда происходят изменения, и в нашем направлении остались такие аспекты, как историко-краеведческое и гражданско-патриотическое и школьное музееведение. Конечно, основная цель краеведческого направления – это развитие у учащихся интереса к истории родного края, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и становления гражданской позиции, а также и уважение к своей малой родине и, конечно, и воспитываем также детей, чтобы они любили наш край с экологической точки зрения. Конечно, если рассмотреть нашу работу, то деятельность все-таки нашего отдела заключается в разработке, конечно, положений и акций различных, проектов, программ и семинаров для школьных учителей, педагогов и, конечно, для учеников, обучающихся, которые обучаются в образовательных организациях. Методисты нашего краеведческого экологического отдела используют различные, можно сказать, проекты и тем самым проводят разные мероприятия, которые связаны именно с школьным краеведением. Такие мероприятия, как «Моя прекрасная Чувашия», это был творческий конкурс, здесь представляли обучающиеся свои фотографии тех людей, те, которые действительно трудятся, работают во благо своей малой родины, а также были фотографии, то, что у нас самые красивые здания, местность, в которой они проживают, то есть вот такие мероприятия. Дальше, конечно, у нас
есть такие мероприятия, как республиканские, это всероссийского конкурса на знание государственной символики, то есть обучающиеся в данном конкурсе в основном предоставляют работы, связанные с символикой, стихотворения свои пишут, именно посвященные символике, чувашской символике и Российской Федерации. Республиканские конкурсы в основном исследовательского характера, такие как по страницам личного дела, то есть это ребята исследовали тех великих, можно сказать, своих дедушек и прадедов, которых действительно попали в репрессию, то есть они каким образом, где все это происходило, и вот фотографии старые представили, как дальнейшая судьба сложилась. Все это было написано вот именно такой хронологической дате и выступили со своей исследовательской работой. Конечно, есть те работы, которые мы выполняем. Это такой, как большой конкурс, фестиваль научно-исследовательских и творческих работ «Великие сыны России. Великая и забытая». Конечно, тема этого фестиваля разная бывает, но она 2 раза в год проводится осенью и весною, именно по различной тематике. Тут тоже ребята пишут именно свои исследовательские работы. Есть такие у нас детские краеведческие экспедиции, как «Возродим утраченное». Здесь то, что забыто, то, что хочется детям показать свои вот именно знания, то, что мы должны возрождать, вот на эту тему. Тема-то бывает разная в зависимости от, берем и музыку, и творчество, и живопись, и какие-то другие темы, посвященные людям. И на эту тему дети готовят различные сценарии, постановки, выступают, показывают. Также выдающимся людям именно Чувашской республики, посвященные вот такие сценарии. Дальше есть, конечно, и интеллектуальные турниры проходят, которые связаны именно по школьному краеведению среди обучающихся и городских, и, конечно, деревенских, сельских школ. Есть такой конкурс, как у нас Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся Отечества. Здесь это проходит у нас республиканский этап, а потом те, которые ребята заняли призовые места, мы отправляем на Москву, на федеральный детский краеведческий. По регламенту надо объявить, кто у нас присутствует. Мне дали справку сейчас от секретариата. Не участвуют на нашем съезде делегации Урмашского и Шамушинского районов. Но люди, уроженцы этих районов, здесь присутствуют в списке Чебоксар, города Чебоксар. Регистрировано 105 человек. Это не все. Знакомых моих тут не регистрировано человек 10. Самые меньше могу засчитать вам. Но спасибо за эту работу. Списки будут храниться, историки краеведения будут изучать через 100 лет. Собственно, я первый в списке первых съездов храню, а для меня это очень дорогой документ. Приветствую вас, радуюсь за вас. Желаю, чтобы вы пришли, уважили не этот президиум, уважили свой народ и одну часть народного духовного богатства. Спасибо. С кратким выступлением выступит учительница Шатло-Бассейнской школы Матраушского района Раевская Ирина Валентиновна. Пожалуйста.